штаб татар Москвы активно готовится к переписи населения. Штаб татар в этом году посетил несколько мусульманских и православных праздников, встречаясь с татарами, исповедующими и ислам, и христианство. В Татарстане проживает около 200 тысяч крещенных татар. Татары, исповедующие православие, очень бережно относятся к татарской культуре, стараются сохранить и передать родной язык будущим поколениям. Кряшины, крещенные татары, всегда делают очень яркие выступления на сабантуях. Ну, сегодня уж траву собрали с утра. Сегодня, потому что Петров день, по-осенний день, как говорится, лето, ромашки. Мы трошки уж пьем, особенно зимой. И от простуды помогает, и паримся. Веник мы тоже собираем, веник добавляем. Руководитель штаба Рустем Ямалеев побывал на днях Святой Троицы в деревне Большие Аты и Ярыклы. Также штаб татар принял участие в грандиозном празднике Петров день в деревне-городе Заинск, где живет очень много православных татар. На празднике собрались и татары, и русские. Были организованы конкурсы, выступления, турниры и игры. Администрация Заинска прекрасно подготовила программу мероприятия, которая начинается вечером и длится до утра. Күп милләтле зәйебезнең яраткан бәйрәменә мәртәбәле кунакларыбыз ям өсти. Мы должны сохранять обряды, обычаи наши и должны передавать молодому поколению. Еще один невероятный по масштабу Петров день прошел в Мамадышском районе в деревне Зюри, где на огромной территории на открытом воздухе собралось около 50 тысяч человек. Православные праздники посетили премьер-министр Алексей Валерьевич Песошин, депутат, генеральный директор АО «Холдинговая компания АК «Барс» Иван Михайлович Егоров, глава Мамадышского района Анатолий Петрович Иванов. Единственный, который вручную вышивают из всяких материалов, все расписывают золотом. Самые лучшие материалы. Наше национальное блюдо – это блюдо из яблок, блюдо калина, перемеч из калины, называется балампирок у нас, слойки, шишаря, печенье из пресного теста, блины, варенье и также ягоды. Активисты общественного движения и районной жизни были награждены грамотами и благодарственными письмами. Никифоровой Зульфие Хамзаевне. Уверен, что этот яркий, красивый и щедрый праздник будет способствовать укреплению дружбы, толерантности и культурного диалога народов многонационального Татарстана. Принесет всем радостный настрой, хорошее настроение, заряд бодрости и оптимизма. Ежегодно здесь собираются кряшины всех регионов России. Это яркий пример живой нити поколения и сохранения народных традиций. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с праздником. Желаю здоровья вам, вашим близким, благополучия, достаток и удачи. Я уже участвую третий раз. Вот. Первые 2 раза я занимала 3-е, 2-е места. И вот, наконец-то, 1-е место, оно мое. На православные праздники штаб татар Москвы был приглашен в качестве вип-гостей и по традиции приехал не с пустыми руками. Организаторам мероприятий, общественникам районов, руководитель штаба подарил старинные иконы XIX века и православную литературу. Среди авторов новой книги, изданной штабом татар Москвы, есть удивительный человек Вячеслав Власович Данилов, большой друг штаба татар, крещеный татарин. Несколько лет назад он написал целую книгу об истории своего села.
Шулай ук безнең авылда мәчет тә булган. Сайлауга баручыларга безнең халыкка әйтәм, әйдәгез бердәм булып, бергә булып, сайлауга да барып, үзебезне татар иттереп, үзебезнең горур халкыбызны, үзебезнең батыр халкыбызны яклап чыгыйк. Татарстан – многонациональная республика. Чуваши, например, тоже являются тюркским народом. И в этом году главный чувашский праздник Уяв был одним из лучших. Его посетили члены правительства республики, и сам президент Рустем Минниханов, приняли участие в мероприятии и представители штаба «Татар Москвы». Уяв отражает богатую культуру чувашского народа. Он стал одним из культурных брендов нашей республики. Ура, кун, култар, уяв, яшепе, байрамля. Я не знаю, как правильно я сказал, но буду учиться. У меня рубашка уже вот настоящая. Всех с праздником! Сердечно поздравляю вас с праздником чувашской культуры Уяв. На всех мероприятиях волонтеры раздали выпущенные штабом календари и книги, общались с гостями, вели разъяснительную работу.